Сегодня наша лекция посвящена очень важному и интересному периоду в истории Золотой Орды, когда впервые формальные правители, формальные ханы оказались в полной зависимости от аристократии. И вот с этого момента можно сказать, что чингизиды, как такая ведущая сила, постепенно начинает утрачивать свое значение, и большее значение приобретает именно татарская аристократия, клановые правители, которые начинают не просто даже диктовать свою волю, но и даже по своей воле менять ханов. И давайте следующий, да. Мы говорили, что после смерти Менгу Тимура наступает некоторая замятня, когда было какие-то время заговоров. Ну, как и всегда в Золотой Орде, мы говорили уже об этом, не было прямого престола наследия, и выборы хана происходили как такой консенсус аристократии, которая из чингизидов представленных, значит, которые могли претендовать на трон, выбирала кого-то. То есть происходили сложные согласования, сложные взаимоотношения между аристократией, что в конце концов и приводило к выборам единственного наследника. И огромную роль в этом играла аристократия, те самые правящие кланы, которые стояли за тем или иным султаном. В зависимости от того, какие у него были родовые, семейные связи, кто за ним стоял, шансы его занять ханский трон все время повышались. Ну и вот надо сказать, что Туда-Менгу был внуком Бату и Тукана, который женился на вдове, значит, Бату Баракчин. Ну, мы уже в предыдущих лекциях говорили о ее замечательной роли, но и трагической судьбе, когда она попыталась поставить на престол сначала своего сына, потом внука, но потерпела поражение внутри джучитской борьбе и была казнена. Но тем не менее ее, значит, наследник Туда-Менгу остался жив, воспитывался, вернее так, мы достоверно не знаем, где и у кого он воспитывался, но можно предполагать, что большую роль в этом сыграл один из улузбеков, который в это время начинает активно подниматься, укреплять свою власть. Мы тоже об этом говорили. Но именно в этот период взошла, можно сказать, звезда Нагая, который фактически стал распорядителем ханской власти. Следующий. В прошлый раз мы говорили, но еще раз можно напомнить, что Нагай к этому времени был правителем западной части улуса Джучи. Скорее всего, центром его владений был город Исакчи. Именно там он чеканил свои монеты. Это Поднестровье. И отсюда, контролируя, с одной стороны, богатые города Крыма и торговлю с итальянскими городами, которые приходили туда, привозили серебро, а с востока двигались караваны с различными товарами Востока. Тот же самый шелк, фарфор, всякие пряности, и разные другие товары, в том числе туда же концентрировались и меха, которые поступали из Руси. И оттуда же поступало зерно, и поэтому в Поднестровье довольно
степной части и до этого малозаселенной возникло сразу несколько городов. Ну, я уже говорил, например, портовый город – это Аккерман, ныне Белгород-Днестровский, один из крупнейших городов, который существовал, ну, вплоть до турецкого времени, а потом, ну, превратился вот в Белгород-Днестровский. И здесь же крупные города, ну, городища мы не совсем знаем, есть много предположений о том, как называлось, Ардушехр или еще какие-то названия. Это старый Архей. Там обнаружены археологически самая крупная мечеть на территории Золотой Орды, почти 50 квадратных метров. Можно предположить, что, ну, это, во-первых, самая главная мечеть города, но и, значит, там было довольно значительное население. С другой стороны, Ногай контролировал практически все Балканы. Дело в том, что там в 13 веке, после гибели Византии, которая пала под ударами крестоносцев, возникает, с одной стороны, Латинское королевство, а с другой стороны, болгары поднимают восстание, и во главе его становятся правители из династии Асиней. Ну, Асини – это тюркская династия, они, скорее всего, выходцы из среди кипчаков, а вообще Асини – это Ашина, правящий роль тюркских каганов. То есть, ну, у них такая довольно царственное наследие, царственное родословное. И вот это позволило подряд, значит, 3 братьям, ну, кто-то погибал в бою, кого-то убивали в заговоре, кого-то убивали византийцы, но тем не менее они смогли не только отстоять свою независимость, но и нанести поражение в нескольких сражениях крестоносцам Латинского королевства. Даже после того, как Латинское королевство пало под ударами правителей византийских из рода палеологов, и Константинополь вновь заняли династия Михаила VIII Палеолога, тем не менее, ну, Византия не достигла прежнего могущества и была очень сильно зависела от торговых операций. В частности, они заключили договор с генуэзцами и пропускали генуэзцев, но пришлось Ногаю даже совершать военный поход. Он вынудил заключить, ну, выгодное торговое соглашение, чтобы византийцы все-таки пропускали торговые суда итальянцев, которые были заинтересованы, золотоордынские правители, и женился на его то ли приемной дочери, то ли, ну, девушке, которую выдали за приемную дочь императора, потому что реально из семьи императора за варвара, и тем более мусульманина, выдавать замуж, конечно, было невозможно. Но тем не менее, Ногай всегда говорил, что и он вершил вот эту самую западную политику и считался, соответственно, самым могущественным, самым богатым человеком. Не исключено, что именно через него велась и устанавливалась политика и на Руси. Очевидно, существовал какой-то договор, по которому правители вот этой части Улуса Джучи имели право или, ну, контролировать дань, которая поступала с территории русских княжеств. Следующий. Да. Да, забыл один момент. Значит, там был написан, но надо сказать. Можно вернем, да. Возникает вопрос о родословной самого Ногая. Скорее всего, и, в общем, раньше были сомнения, и даже некоторые историки, в частности, Веселовский, у него такая формула, которая повторялась потом многими поколениями отечественных историков. Темник, Темник и Ногай, или там правитель из темников и Ногай. Ну, имеется в виду как правитель 10-тысячного войска или
ну, какого-то территориального подразделения, откуда могли улуса, с которого могли собирать 10-тысячное войско. Но сейчас мы можем сказать, что, во-первых, Ногай, конечно, был одним из представителей рода киятов, и это правящий род, и он был одним из карачебеков, то есть тех самых 4 правителей, которые на Белой Кашме поднимали хана. И более того, он был старшим и главным из них, ну, так называемым большим карачебеком. В арабских источниках его называли или Амир Аль-Умара, или по-персидски бек лербек, то есть бег над беками. Вот и он происходил из тех же самых джучидов. Но возникает вопрос, ну если он такой могущественный, если он мог легко назначить любого своего родственника ханом, почему же он сам не занял престол? И тут очевидно вступает в действие некоторые моменты, о которых в источниках, ну, сказано довольно смутно и даже с некоторой такой неохотой. Скорее всего, в сражении с хулагуидами он был ранен в лицо и потерял глаз. И вот эта боевая травма, ну, можно сказать, в некоторой степени уродства не позволило ему быть, потому что правитель должен быть красив не только изнутри, но и быть себе и снаружи тоже безупречным. И, очевидно, вот эти самые правила не позволяли ему претендовать на престол при всех других вполне качествах, вполне достойных для того, чтобы занять ханский престол. И очевидно, что это, ну, в конце концов, сыграло с ним роковую роль. Сначала он собирался править руками других ханов, и если сначала он был просто приближенным, то уже Туда-Мингун сам поставил и считал, что он может вести политику вообще не взирая на ханскую власть. Следующий. Ну и то, что, значит, Туда-Мингу пришел к власти, очевидно, сыграли и определенные отношения. Не исключено, что он и, как это было принято у джучидов, взял в жены вдову Мингу Тимура и вот тем самым узаконил свое восшествие на престол. Интересно, что в источниках очень часто, ну, в исторической литературе очень часто говорится, что вот после того, как Берке не стало, историки изобрели такую формулу языческий ренессанс. И монеты чеканились от имени правителей, но с мусульманским чеканом, то есть на арабском языке и со всеми необходимыми словословиями. Ну и, очевидно, мусульмане также играли важнейшую роль. И неудивительно, что, придя к власти, Туда-Мингу, неизвестно, был ли он до этого мусульманином, но он направил посольство в Египет, где заявил, что он истинный мусульманин, и что он принимает ислам, и, соответственно, принимает на себя все функции, в частности, союза с Египтом в борьбе против хулагуидов. Ну, очевидно, не совсем это ему помогло, потому что в войнах он был не самым удачливым полководцем. Следующий. Интересно, что при Туда-Мингу ордынская политика, ну, если изменилась, то в определенную степень либерализации отношений. В частности, при нем возвращается из некоторые опальные князья, и он начинает разбирать жалобы между сыновьями Александра Невского,
поддерживая то одного, то другого. Причем там случилась такая история, что сначала он поддержал, значит, права Андрея Городецкого и получил, значит, у него ярлык. Нагай в это время поддерживал другого, Дмитрия. И вот между ними была некоторая распря, и очевидно, что это вызвало, ну, такой серьезный конфликт на Руси, потому что получилось, что одновременно ярлык получают у Нагая и у хана. То есть, ну, если раньше такого раздвоения не было, то сейчас вот впервые произошло такое раздвоение власти, причем даже когда вот хан пытался пойти против Нагая, за ним стояла значительная воинская сила, которая, конечно, могла навести порядок и установить власть, которая была нужна именно Нагаю. Вне зависимости от того, ну, качеств самого князя. Главное, что он выбирал какую-то нужную, одну из этих самых партий. Ну и это, конечно, не способствовало стабилизации, ну, русско-ордынских отношений. Следующий. Но увлечение Тудамингу внешней и внутренней политикой продолжалось недолго. Через какое-то время источники начинают говорить, но надо иметь в виду, что они стали это говорить задним числом, и, ну, когда все уже свершилось, и не исключено, что это, ну, некая такая формула для того, чтобы оправдать те события, которые произошли в дальнейшем. Но не исключено, что это, ну, действительный факт, что Тудамингу не просто стал мусульманином, а он сильно увлекся суфийским учением и стал приглашать богословов, вступал с ними в беседы и многое время уделял не решению государственных дел, а вот именно вот этим самым взаимоотношениям. Но в это время, в частности, на Руси мы говорили, мало того, что между князьями было, ну, такое непонимание ордынской политики, но еще и резко обострилась борьба. Мы уже и в прошлый раз говорили, что особенности правления и сбора дани на Руси приводили к тому, что были мусульманские купцы, которые откупали у ханской казны, ну, например, дань с какого-то княжества, а сами после этого собирали не просто, ну, требуемую дань, ну, десятину, но еще немножко больше, поскольку несли серьезные в связи с этим убытки. И поскольку эта операция была вполне законной, их поддерживали специальные посланцы ордынской власти баскаки. Ну, баскак от слова бас, то есть давить. И это, ну, своего рода чиновники по особым поручениям. То есть их можно назвать очевидно так. То есть это не институция, которая была выдумана специально для того, чтобы давить русских князей. Они действовали в разных направлениях и с разными полномочиями, но вот здесь это само название обросло довольно такой серьезной негативной коннотацией. Ну и большое количество фамилий Баскаковых, ну, то ли это были клички такие уничижительные, то ли они действительно происходили из среды баскаков. Ну, в общем, наука об этом умалчивает, и многие, ну, не совсем понятны эти происхождения. Некоторые, может быть, просто произошли от кличек. Но тем не менее. Следующий. Ну и особенно вот то, что хан перестал заниматься
государственными делами, сказалось и на внешней политике. На его правление приходится последний такой серьезный всплеск активности в западной политике, ну, довольно серьезный. То есть в короткое время они вместе с Нагаем снаряжают два больших похода. Один в Трансильванию, причем двумя колоннами двигались. Но поскольку в это время, ну, на Трансильванию понятно, то есть там были открыты новые серебряные рудники, и цель похода была установить власть именно над этими территориями, для того, чтобы вот эту серебряную монету не покупать, а просто получать в виде дани. Но горная страна, много мелких крепостей, каждая требовала довольно серьезных усилий, чтобы их взять, а ну, навара с этого никакого. Поэтому все закончилось таким грабежом территории вокруг крупных городов и возвращением, причем ну, некоторые источники противоречат друг другу, говорят, что ну, Тудамингу вообще потерял чуть ли не всю армию через переправы, чуть ли не на последнем коне, значит, или на некоторых даже на осле возвращался, значит, в сарай. Ну, историки говорят, что, скорее всего, конечно, это сильное преувеличение для того, чтобы, ну, опять же, оправдать последующие события. Другой значительный поход был совершен в 1286 году, когда, желая усилить своих русских князей в Галиции, войска Тудамингу совершили поход на Малую Польшу, в частности, взяли город и воевали, ну, как и раньше, вокруг города Сандомир. Ну, это был такой крупный, один из крупнейших тогда городов. Но если до этого поход за 20 лет до этого увенчался серьезным успехом, город был взят, то здесь такого успеха достичь не удалось. Более того, значит, город затворил ворота, он уже был сильно укреплен, а войска золотоордынские к этому времени утеряли способность быстро создавать систему вот этих осадных орудий и быстро атаковать и брать город. И это, опять же, не привело к серьезным политическим успехам. То есть, возможно, ну, какую-то собрали они военную добычу, но она была явно не в таком количестве, и военные усилия оказались слишком дорогими, в то время как, ну, добыча оказалась недостаточной. Это вызвало уже серьезное недовольство в среде аристократии. Следующее. Вот. Ну и здесь как раз в источниках проявляется вот это самое, как написано, стал выказывать склонность к отшельничеству, отхода, значит, от активной политической жизни и вообще ушел в философские мечтания, значит, стал работать с какими-то, слушать суфийских шейхов, ну и вообще решил, значит, из этого бренного мира, значит, как-то уйти в мир грез и религиозных камланий. Но в это время аристократия оказалась перед серьезной дилеммой. То есть возвышение Нагая, который не имел прав на престол, сильно злило другую часть вот этой самой татарской аристократии. И хан вместо того, чтобы ну, как-то разруливать эти конфликты, он просто отошел от дел, поскольку ну, считал, что Нагай сам разберется. Ну и это все привело к печальным последствиям. Следующее. Ну и был создан заговор
в результате которого был создан, ну, это небывалый случай, когда Курултай собирается и живого, здорового и вполне дееспособного хана просто убирает в связи с тем, что он, ну, как будто бы не дееспособен и вообще не исполняет своих полномочий. И даже Рашид ад-Дин как раз об этом пишет, что убрали помешанного хана. То есть, ну, как бы считали, что, по крайней мере, ну, Рашид ад-Дин, поскольку был крупнейшим чиновником в державе хулагуидов при дворе многих ханов, скорее всего, это он цитирует не просто какие-то свои слова, это, ну, возможно, цитаты из какой-то дипломатической переписки. То есть именно так объясняли, ну, потому что вообще скандал на весь мир. Ну, как вдруг хана признать недееспособным, помешанным, ну, это, ну, ладно бы просто в результате заговора убили, а тут, значит, просто отстраняют от власти. Ну, я думаю, что поскольку, ну, такой негативный шлейф был, в последующем просто без всяких объяснений просто убивали. Ну, а здесь было, в общем, поскольку это такой один из, ну, таких выдающихся случаев, очевидно, ну или за ним стояли какие-то влиятельные роды. В результате он был отстранен от власти, но поскольку никаких сведений о нем мы больше не знаем, непонятно, то ли он действительно превратился в отшельника, то ли был убит, но так или иначе для истории он умер, а на престол взошел новый хан. Следующий. Здесь уже собирается, значит, Курултай и выбирают, значит, уже та аристократия, которая была недовольна Нагаем, а именно сыновья Менгу Тимура и его брата Тарбу, которые были старше в доме джучидов и, очевидно, опирались, ну, самые были могущественные, опирались на центральную власть, на другие кланы. В противовес Нагаю избирают нового хана, который, значит, был правнуком Бату, но и сыном Тарбу. То есть не по прямой, не сыновей Мингу Тимура. Вот здесь тоже непонятно, почему не избрали более старших по возрасту и более влиятельных явно сыновей Мингу Тимура. Ну, здесь тоже может быть объяснение в том, что другая аристократия не хотела резкого усиления кого-то из кланов. То есть она хотела как бы уравновесить, но при этом не усиливать кого-то из кланов, чтобы они не сильно выделялись. Но тем не менее, это тайны сарайского двора, значит, продолжались. И он был вполне законно возведен на престол. Интересно, что в некоторых русских источниках, ну, несколько более позднего, они аутентичны, тем не менее, вот Тула-Буга и Алгы, они ну, одновременно названы царями. То есть это давало некоторым отечественным историкам говорить о том, что было какое-то соправительство. Но потом, ну, сейчас современная наука не согласилась, и как-то это не прижилось, что было какое-то соправительство у ханов. Но то, что сыновья Мингу Тимура играли ведущую роль, это и часто, очевидно, затмевали вот самого хана, это как раз очень показательно. Следующий. Надо сказать, что хотя он был, ну, довольно молодой, но тем не менее проявил себя как активный, воинственный человек. Очевидно, именно он вместе с сыновьями Мингу Тимура командовал во время походов на
Польшу и на Трансильванию, причем командовал той частью войска, которая не подчинялась Нагаю. То есть они шли, как правило, двумя колоннами, и вот он командовал как раз они. При этом он, очевидно, опираясь на вот эти свои кланы, стал проводить политику противодействия Нагаю и его устремлениям к власти. То есть пытался централизовать власть и призвать этого самого Нагая к порядку. И надо сказать, что особенно это сказалось, как всегда, на Руси. То есть получалось опять, если раньше оно было такое, не ярко выраженное, да, но только проявившееся двоевластие, то теперь оно стало совершенно открытым, и это, конечно, сильно усложняло жизнь русским князьям, которые, значит, посылают сначала один претендент, ну и правитель посылает своих баскаков, потом приходят ханские баскаки, и каждый предъявляет свои права, но это стало уже раздражать русских князей, и вплоть до того, что небывалый случай начинают, значит, формально же они все-таки получают ярлык у хана, а Нагай требует, чтобы они платили ему. Ну, и это вызывает, значит, они прогоняют баскака, который шел от Нагая, он посылает туда войска, ну и начинается вот как раз война, разорение и довольно серьезный конфликт. Ну, понятно, что в ответ и Тула-Буга тоже собирает войска и, в свою очередь, осуществляет поход на Муромские, Рязанские земли, ну, как пограничные территории. И это стало одним из таких вот спусковых механизмов внутреннего нарастания сопротивления на Руси вот такой политики властей. Следующее. При нем, при Тула-Буге вновь обостряются взаимоотношения с Хулагу, и в какой-то момент, хотя вот на Руси происходит такое столкновение реальное между ними, но во время походов против хулагуидов в Закавказье Нагай совершенно спокойно со своими отрядами движется по приказу хана, воюет в Закавказье и возвращается к себе. То есть, сказать, что там, совсем уже был такой не просто конфликт, а военные столкновения совершенно невозможно. Но надо сказать, что и это поход этот тоже не оказался не успешным. Произошли пограничные стычки, но Тула-Буга пытался использовать междоусобицу, которая возникла после смерти одного из ханов из рода Хулагу, но там тоже весьма быстро поставили нового хана, он двинул войска, и это привело к тому, что они встретились на берегах Куры, постреляли в друг друга, и, в общем, никто не решился на такую самоубийственную атаку. Это все закончилось таким без решающего сражения. Но в целом можно сказать, что опять-таки ханская власть, которая затеяла эту войну и собрала войска, а войска оказались без добычи, это тоже негативно весьма сказалось на его реноме. Следующее. И пытаясь укрепить свою власть, тот самый подавить ропот недовольства, который возник у татарской аристократии, Тула-Буга начинает репрессии или угрожать своим родственникам и тем, кто его
до этого поддерживал. И в один прекрасный момент, значит, получилось так, что сыновья Менгу Тимура, которые до этого были противниками Нагая, вдруг, значит, стали активно поддерживать его и перешли, можно сказать, на его сторону против своего хана. А один из тоже и родственников, как Такта, бежит к родителям своей жены в какой-то одним из таких правящих кланов и тоже обращается к Нагаю, что он готов, значит, ему служить и что надо что-то делать с этим ханом, который готов, значит, всех джучидов погубить и чуть ли не истребить. Следующий. Но здесь дальше произошла очень такая драматическая история. Нагай сказал, что он не собирается принимать ничью сторону, что, ну, как бы здесь он, ну, совершенно не хочет, он хочет примирения всех джучидов и приказал, значит, ну, провести какие-то мирные переговоры и вызвал, значит, Тулабугу, который тоже, ну, нуждался, поскольку потерял, можно сказать, вот, доверие других ханов, на нейтральную территорию. В некоторых источниках там есть разночтение, но, скорее всего, где-то в районе современного Донбасса, Подолья, да. И вот на этой территории, которая была пограничной как раз с территорией, собственно, самого Нагая. Приехал туда Тулабуга, и мятежные, значит, джучиды во главе с Тактой тоже самое туда и приехали. Но тут, значит, их схватили и всех, значит, наиболее, ну, самого Тулабугу, брата сына старшего Менгу Тимура, который до этого называли царем, Нагай схватил и сказал Такте, чтобы он привел в исполнение, значит, если он хотел, значит, их смерти и хотел их наказать, то вот и сможет исполнить свою месть. И тот действительно убивает всех, и хана, и всех других претендентов на власть, и тем самым открывает дорогу к ханскому трону самому себе. Надо сказать, что по ясе Чингисхана нельзя было проливать кровь джучидов. И ну, самая распространенная казнь это была, ну, так называемая сломать хребет. Ну, там есть разные описания, вот как на рисунке, значит, монгольском, там, как это все. Либо закатывали в кошму, как написано в арабских источниках, и после этого, но суть такая, что убивали без, собственно, пролития крови. Вот этот, в других случаях непонятно вообще как, что, кого убивали, но здесь совершенно точно мы знаем, поскольку источники нам сообщают, как они все погибли. Таким образом, получилось, что Нагай в очередной раз, даже не вступая в боевые столкновения со своими противниками, ну и даже не изменяя, ну формально, хану, стал опять власти, и он стал, ну, делателем ханов, делателем королей. То есть Такта сам совершил суд, ну и в благодарность его избирают новым ханом. То есть в очередной раз
за, буквально за последние 20 лет уже сменилось, по сути дела, 3 хана, и пришел новый. И страна все равно стоит на пороге, не то что гражданской войны, но междуусобной распри, которая оказывает влияние и на международные дела, и взаимоотношения с вассальными русскими князьями. Но и сам Нагай оказывается вообще на вершине. То есть у него вообще нет противника. Наиболее могущественные его противники, которые имели прямые права на престол, сыновья Мингу Тимура и Тарбу, оказались убитыми своим младшим побочным братом, а Нагай, получается, выиграл от всего этого и стал совершенно просто правителем, независимый, собственно, поскольку именно он привел Такту к власти, отдав хана в руки его мести. И это имело свои очень серьезные последствия, о которых мы, я думаю, поговорим дальше. Следующий. Да. Это как раз вот мы говорили. Давайте следующее. Да. То есть, резюмируя все, можно сказать, что вот эта тлеющая борьба и та самая междоусобица, которую вызвал Нагай, желая править руками ханов, в то время как он не мог быть самовластным правителем, поскольку другая аристократия, другие кланы были не менее воинственными и не менее могущественными или набирающими силу, и не готовы были мириться с этой ситуацией. И вот в этой ситуации логика событий приводила постоянно к тому, что одного за другим ханов Нагай ставит, и каждый из них так или иначе выступает против него. Один или просто, становится отшельником, другой прямо выступает против него. И, наконец, он ставит ханом Такту. А это тоже для него оказалось совершенно не тот вариант, как он ожидал. И трагическая развязка наступает через какое-то время, но об этом мы поговорим на следующем.